Вот, в принципе, это Лукашенко, только вот той в 94-м вот был такой же самый. Он не выдвигал никаких особых экономических принципов. Но зато у нас все стабильно, и государство, если что, прикроет. Здесь тут много оружия. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні госць, я вось сабе выпісаў, каб не заблытацца, бо вельмі такія сур'ёзныя ўсё ж такі рэгаліі. Старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра эканамічных даследаванняў БЕРОК, бакалаў прыкладной матэматыкі Лев Львовскі. Добрый день, Лев. Здравствуйте. Нечто, может быть, важное забылся додать, там, доцент, профессор. Так как я экономист, то можно еще добавить, что я PhD по экономике по совместительству. О, бачите. А я тут зачапился за бакалаўра по прыкладной матэматыкі и думаю, а вот... як матэматык, як бакалаўр, вы маглі пралічыць до 9 жніўня, што будзе адбывацца у нашай краіне пасля 9 жніўня? Я не думаю, что кто-то мог серьезно ожидать и рассчитывать на то, что произойдет. Скажем, в начале лета, я думаю, почти никто не ожидал. Да, действительно, экспертам казались странные действия властей по борьбе с коронавирусом. Казалось, что действительно людям не хватает вот какой-то крепкой отеческой руки. Думаю, что до 9 числа у нас консенсус в обществе состоял в том, что люди обменивают часть своих свобод на такое патерналистское отношение государства, где у нас, может быть, мы экономически растем не очень быстро, но зато у нас все стабильно, и государство, если что, прикроет. Действительно, события начала лета начали уже поражать воображение многих экспертов и экономистов, и политологов, когда мы увидели какую-то небывалую для Беларуси активность, политическую активность, сборы подписей за Бабарика. Наверное, для экономистов было самым удивительным увидеть, что лидирующий кандидат в соцопросах и в уличной активности был именно Виктор Бабарика. Всегда казалось... А не Тихановский? Да. Всегда казалось, что общество в Беларуси такое немножечко просоветское, вот эта вот любовь к патернализму, может быть, не очень... Толстых банковских котов не любить. Да, вот именно это все про жирных котов. А Виктор Бабарика шел с такой целенаправленной и открытой либеральной экономической программой. Конечно же, программу не успел опубликовать, но из того, что он говорил, мы могли это видеть. И тем было более поразительно видеть, что люди поддерживают именно вот это какое-то новое либеральное направление в развитии общества и экономики. А должны были какое поддержать? Думаю, что традиционно люди ожидали, что вот у нас такое более социальное общество, люди хотят видеть больше уклон в социальную сферу, меньшую в рыночную экономику. Мы вот тут обсуждали и думали, вот какой популизм грозит белорусам. Ну, как бы вот есть общество, и общество по-разному к разным популизмам склонны. Вот в России, скорее всего, это такой правый популизм. Ну, то есть много армии, много неолиберальных всяких штук. Там, государство отказывается от многих своих обязательств. Короче, много оружия. И мне казалось, вот моя точка зрения была, что белорусское общество склонно к левому популизму, что здесь, в общем, Лукашенко — это такой Эво Моралес, ну и вообще такой южноамериканского типа персонаж. А вот тот факт, что не оправдалось ни правое, ни левое, а то, что, в общем, люди потянулись за либеральным, не популизмом, но все-таки в ту сторону, это тоже неожиданно.
Думаю, что в большей степени неожиданно. Да, конечно, мы знали и из некоторых исследований до этого, что, например, большая разница между, скажем, российским и белорусским обществом заключается в отношении к бизнесу. Предполагается, что, видимо, из-за того, что у нас не было вот этой приватизации 90-х, не было допущено много ошибок, то люди воспринимают бизнесменов в Беларуси как позитивных персонажей, как людей, которые добились всего сами, которые создали рабочие места, а не тех, которые приватизировали что-то, украли что-то у, там, скажем, советского народа. То есть, да, такое гораздо лучшее отношение к бизнесу, оно всегда было в Беларуси, но то, что именно масса людей, масса простых людей, работяг на заводах, школьных учителей, врачей и так далее потянутся за либеральными экономическими какими-то постулатами и реформами. Во всяком случае, масштаб вот этого, думаю, конечно же, был очень неожиданным. Все ж таки пра маштаб цікавая такая спрэчка атрымліваецца. Я хадзіў, назіраў спецыяльна, вот калі быў збор подпісаў да гэтых вот столікаў, дзе збіраюць, глядзеў на чэргі, і по вялікаму рахунку, да, вельмі шмат людзей падпісваліся і стаялі, каб падпісацца за Віктара Бабарыку. Але ледзь не ўдвая больш, калі не утрая, все ж таки шлі падпісвацца за Ціхановскую. Ну, скажем шчыра, за Сергея Тихановского. А Сергей Тихановский, вот як нам по мне, это все ж таки вариант 2020 года Лукашенки. Вот в принципе это Лукашенко, только вот той в 94-м вот был такой же самый, а это таки обновленный, таки лічбовый вариант Лукашенки. І калі казаць пра Лукашэнку, нават у абноўленым такім лічбавым варыянце, то это не пра ліберальныя каштоўнасці, не пра любоў ужо там да бізнеса і да банкаўскай сферы і ўсяго астатняга. А про какие? Дело в том, что... Отнять и поделить. Я даже не могу сказать этого, так как, насколько я понимаю, Сергей Тихановский не выражал какую-то конкретную, или хотя бы, чтобы мы могли догадаться, какую-то экономическую позицию или социальную позицию. То есть, да, там «Страна для жизни» показывала, что есть серьезное недовольство не только среди образованных, обеспеченных минчан, но и среди людей, которые живут относительно бедно в регионах и так далее. Это, конечно же, думаю, просто как информационная повестка дало много протесту. Люди, недовольные властью в Минске, узнали, что, оказывается, такое происходит по всей стране. Но если говорить про какие-то именно экономические постулаты, то я даже не берусь сказать, является ли программа Тихановского схожей с программой Лукашенко. Насколько я понимаю, он не выдвигал никаких особых экономических принципов. Зразумела. Ну, это я паспрабаваў вас справакаваць. Насамрэч, гэта я агучыў меркаванне некаторых вот экспертаў-назіральнікаў, вот параўнанні такія Тихановскага там з Лукашэнкам, але тым не менш, хай сабе нават і тыя, хто шоў за Бабарыка, тыя, хто шоў за Цыпкала, і нават тыя, хто шоў і галасаваў за Тихановскага, гэта былі вот прыхільнікі, як вы кажаце, такіх больш ліберальных каштоўнасцяў. Калі гэта так, калі то пра што гэта сведчыць, я маю на увазе, пра якія змены ў нашым беларускім грамадстве? Я думаю, это то, вот о чем говорят некоторые люди, что наше общество росло и доросло, сформировалось и как-то ощутило себя совершеннолетними. В целом, если посмотреть на вот историю независимой Беларуси после распада Советского Союза, здесь, я не скажу, что это было специально так спланировано, но, возможно, по счастливой случайности не было допущено многих ошибок, вот, быстрого роста, какой-то болезни, там, детской левизны, каких-то таких попыток скачков, развития скачками и так далее.
Мы развивались очень медленно. Последние годы, последние десятилетия можно вообще назвать уже десятилетием стагнации. При этом все было довольно стабильно. Институты складывались медленно, стабильно, но работали. Поэтому сейчас рынок уже не вызывает таких опасений. Я думаю, что когда мы говорим о каких-то будущих либеральных реформах, мы не говорим, опять же, о каком-то скачкообразном развитии. Просто общество поняло, что вот этот этап, он уже достигнут, у нас ситуация стабильная, ровная, и теперь нам ничто не мешает двигаться дальше. То есть действительно строить какую-то рыночную экономику, когда у вас не действует институт права, вы получите какие-то 90-е в России, когда просто институт частной собственности держится на том, что вы можете организовать какую-то дружину с дубинками, отнять завод, может быть, отнять квартиру и так далее. То есть это такой дикий рынок при отсутствии каких-то правовых институтов, правоохранительных, нормально работающих органов. Он в целом никому особого удовольствия не доставляет. Сейчас, так как мы уже вот смогли стабилизировать ситуацию, то сейчас мы можем строить рыночную экономику уже с, то, что называется, человеческим лицом. Сейчас мы не ожидаем, что если вдруг у нас сменится правительство, то начнется закрытие заводов, начнут люди там касками бить по рельсам, потому что у них там не будет зарплат, школы будут в раздрае. Мы сейчас на хорошем, если там смотреть по доходам, то у нас такие средние доходы по рейтингу стран. И мы можем спокойно начать строить новый этап. Средние доходы, ну вот, а следующие страны рядом с Беларусью, это кто? Если честно, то я, конечно же, не вспомню сейчас. Ну, Молдавия, Это Черногория. не европейские страны. Черногория, вероятно, находится где-то очень близко к нам по уровню доходов. Там, конечно, сейчас гораздо лучше выстраиваются социальные, в том числе экономические институты из-за их близкого, не знаю, как это назвать, слияния или там, направленности в сторону Европейского Союза. Страны, которые находятся с нами на одном уровне, это, наверное, некоторые страны Латинской Америки. Бразилия. Например. Мы богаче, чем Мексика, но, сложно сказать, но у них есть некоторые другие преимущества. Главное их преимущество – это, конечно, близкое соседство с США. Можно перелезть и про стену. Также их другое преимущество в том, что там действительно работает институт выборов. То есть, да, ни шатка, ни валка, но какого-то прогресса общество может достигать вот таким плавным эволюционным путем. То есть вот эти 26 лет это были не временем упущенных возможностей, а это был инкубационный период. Можно сказать и так. Как минимум, достаточная часть из этих 26 лет. А вот вы сейчас, мы сейчас поговорили о двух неожиданных поворотах. Белорусы вдруг стали выходить на улицу, ощутили себя гражданами или начали ощущать себя гражданами, начали учиться быть гражданами вот на ходу буквально. Они вот уже поняли, что у них есть флаг, они уже поняли, что у них есть гимн, поняли, что у них есть страна. Потом, как вы сказали, белорусы вдруг неожиданно ни для кого сделали маневр, и между правым и левым популизмом они вот пошли в сторону, условно говоря, либеральных каких-то ценностей. А вы можете сейчас вот как бы вот вам мерещится какое-то вот в будущем общее очертание этой страны? Вот какое она будет? В выпадку перемоги вот это. Да, если все получится. Вот на что это такое будет? Я думаю, что благодаря вот этому долгому периоду, как вы назвали, инкубации или, как я скажу, взросления, Беларусь сможет удержаться от крайностей, и как раз-таки мы сможем удержаться от, во всяком случае, многих видов крайнего популизма. Ну, смотрите, вот давайте так, чтобы было всем понятно. Вот 2030 год. Беларусь, вот и берем не самый лучший вариант, а вот средний хороший вариант. Беларусь, она как кто? Средний хороший вариант, думаю, что тут, наверное, наиболее близкое сравнение, как Польша с меньшим уровнем религии. То есть обычная нормальная европейская страна, которая не бежит впереди паровоза,
которое растет выше, чем среднемировыми темпами, но и там не по 15, естественно, процентов в год, то есть там какие-то человеческие темпы роста по 4-5%, со стабильными институтами, стабильной финансовой сферой, с активным гражданским обществом, где люди не боятся и проявлять инициативу, и главное не то, что не боятся, а хотят ее проявлять, инициативу, брать на себя ответственность, то есть созданием различных таких горизонтальных институтов, просто спокойное, стабильное общество, которое потихоньку себе растет экономически. Атрымліваецца так, што вот тыя працэсы, якія зараз адбываюцца, ну вот по вялікаму рахунку, гэта ўсё нават з улікам таго, што акцыі ідуць пад чырвона-белымі сцягамі, людзі выходзяць, это ўсё не пра нейкія нацыянальныя каштоўнасці, не пра мову, не пра традыцыі, не пра культуру, не пра людзьмі, ну, як-то там, не пра тое, што вот мы там беларусы там адчуваем сябе там вот пра беларускасць, все это такое, гэта ўсё нават вяртанне свабоды выбараў, там вяртанне дзейнасці інстытутаў, это все пра грошы. Это не только про гроши, все в мире связано. Это и про свободу, это и про человеческое достоинство, это и про то, где людей пытают, где людей не пытают, и где у людей есть право выйти и сказать. Я, наверное, не вижу сейчас в этом протесте особой большой роли национализма. Да, этот флаг национальный, но если мы посмотрим даже до 9 числа, когда у Виктора Бабарика спрашивали, нужно ли менять флаг, он старался уклоняться от этого ответа, говорил, что не хочет сейчас делить страну. И действительно, я думаю, что не было такого всеобщего одобрения бело-червоно-белого флага. Мы видим, что сейчас в протесте участвуют очень много людей, которые никогда не участвовали в предыдущих протестах, в Днях воли и так далее. То есть этот флаг для них, ну, может, что-то и значил, но не так много. Думаю, что у многих людей, у большинства людей, первые их бело-красно-белые флаги в жизни появились уже где-то после 9 августа. Благо, этот флаг довольно простой, его легко сшить, шился наколенками различных подпольных и официальных ателье и так далее. Так что этот флаг — это просто, думаю, новый символ протеста. Например, лично у меня красно-зеленый флаг тоже раньше не вызывал никакого отторжения. Просто флаг как флаг. Сейчас, конечно, когда его вешают на каждый автозак, то это, мягко говоря, портит ему репутацию. Если бы его не применяли в таком виде, то думаю, что мы могли бы еще очень долго обсуждать, какой флаг нужно иметь в Беларуси. Сейчас этот флаг скорее, БЧБ флаг скорее знаменует вот этот либеральный протест, чем какое-то движение к национализму. Мы не видим никаких националистических лозунгов, мы не видим, чтобы была какая-то агрессия в отношении россиян, представителей каких-то малых народностей Беларуси, татаров, евреев. Это скорее похоже на какое-то освободительное движение, чем на национальный протест, как мне кажется. А вот просто цікава ваше меркаванне. Да, я згодны з вами, што гэты то, што ўзялі людзі бел-чырвона-белы сцяг у рукі, это не таму, што вот яны зразумелі яго нацыянальную там каштоўнасць, а таму што это вот это сімвал не нацыянальны, а пратэстны для іх. Але вот лозунг, да прыкладу, яны ж крычаць не толькі верым, можам, пераможам, і не толькі не забудзем, не прасцім. Яны крычаць «Жыве Беларусь». Вот и это для их что? Это то же самое. Любое движение требует символов. Я не знаю, лозунг «Long live the Queen» в Великобритании вовсе не означает, что люди, которые произносят это, собираются выслать всех индусов. Это, собственно, что означает «Живе Беларусь». Это означает то же самое, что да, люди за Беларусь. Просто на другом языке. Опять же,
Мне кажется, иногда символы складываются абсолютно случайно. Вот мы говорим про флаг, но в какой-то момент появилась новая идея. Люди начали вешать просто белые листы формата А4 на окна. Что значит белый лист А4? Он не значит ничего вне контекста протеста. В контексте протеста он означает, что вы выражаете свою солидарность с народом, вы выражаетесь против пыток, против фальсификации выборов. Это просто еще один символ. Смотрите, а вот давайте так пофантазируем, ну вы пофантазируете, представим себе, опять же, 2030 год и парламент Республики Беларусь. Какие партии в этом парламенте вы бы видели? Ну, вот как бы не надо называть название конкретное, а вот как бы там правая партия, левая партия, центристская, либеральная. Вот как вам кажется, кто там будет в этом парламенте? Я думаю, что основные три направления будет условная партия дружбы с Россией, условная партия дружбы с Западом и партия каких-то центристов, движения вперед между ними. Полагаю, что вот это положение Беларуси как транзитной страны, как страны между Западом и Востоком, оно сохранится. Мы экономически вряд ли уйдем от России, да это, собственно, было бы очень странно и глупо. Россия всегда, еще как минимум очень долгое время, будет ключевым торговым партнером для Беларуси. У нас долгие традиции культурного общения, достаточно много общего исторического бэкграунда. Если вы разрабатываете какой-то новый продукт, то вам довольно логично в первую очередь попробовать пропиарить его на российском рынке. Это большая страна, много потребителей, и люди там мыслят близко к нашему в общих чертах. Если вам нравится этот стул, то есть большая вероятность, что этот стул понравится и россиянам. При этом есть, конечно же, и важные вещи, которые нам нужно делать и обсуждать с условным Западом. Это и какой-то, как минимум, частичный импорт их институтов, прежде всего институтов прав человека, экономических институтов. Думаю, что так или иначе биржа, которая когда-нибудь все-таки будет создана в Беларуси, будет создана при какой-то технической помощи, содействия наших европейских соседей. Думаю, что сейчас у нас все еще вот есть этот хороший шанс не скатиться в одну сторону, а попытаться идти по какому-то центристскому пути. А центристский путь это кто? Вот они будут про что? Вот белорусские центристы 2030 года, у них программа какая? Надеюсь, что та же, что сейчас звучит в протестных лозунгах. Независимая Беларусь с экономическим ростом и правами человека. Думаю, кстати говоря, что здесь вот в том... Мой оптимизм насчет того, что мы не скатимся в какой-то популизм, он отчасти базируется на том, что происходит сейчас. Думаю, что вот то, что совершили власти 9-11 августа, пытки, убийства, политические аресты после этого, разгоны мирных демонстраций, это сыграет роль какой-то хорошей прививки нам на будущее, прививки от популизма. Ведь мы часто мы наблюдали это и в России, когда, если победа дается слишком легко, то через какое-то время наступает некий реваншизм. Люди начинают говорить, ну, может быть, вот в предыдущей итерации этой страны было не так плохо, а вот я ем сырок дружбу, он мне очень нравится, сейчас его не производят, вот эти новые либеральные власти, а раньше производили, он был вкусный. Вот у меня дочка ходила в садик, который был прикреплен к заводу, там им давали поиграться с подшипниками, еще что-то. Поэтому, когда победа дается слишком легко, часто потом люди, вот у них хорошие воспоминания о предыдущем режиме начинают вытеснять плохие воспоминания. То есть, вот, извините, вот эти вот токсичные белорусские силовики, которые вот ни с сего ни с того
прыгают на тебя из-за угла, тащат тебя в машину и так далее. Они сейчас выполняют важнейшую функцию. Они спасают будущее поколение белорусов от того, чтобы у них был... Прививают антипопулизм. Да, чтобы у них случился еще один Лукашенко. Если говорить с позиции таких длинных и глобальных трендов, то да, мы, наверное, должны в некотором роде быть им благодарны, но, надеюсь, наши дети и внуки, вот, может быть, оценят их роль. Вот если бы условно коммунисты, кроме того, что развалили экономику, еще бы успели там вот прямо в 91 году расстрелять там пару тысяч человек, то, вероятно, не было бы того, что случилось в России в 96 году, когда коммунисты чуть-чуть не выиграли новые демократические выборы, потому что людям не понравился рынок, они забыли то, до чего довела страну КПСС, и решили, а может быть, нам стоит вернуться туда. То есть, в общем, Минский ОМОН, вообще ОМОН сейчас заколачивает гвозди в гроб Режима Лукашенко. белорусского популизма как такового вообще. Вот. Ты уже вырашыў глобальна. Да. Хорошо. Калі ўжо прыгадалі бабарыку, то вот седзячы на гэтым месцы, разважаючы пра нацыянальную ідэю, ён тады сказаў так: «Моя нацыянальная ідэя, каб Беларусь стала такой электроннай Швейцарыяй». Мелася на ўвазе, каб вот наша такая нейтральная краіна, все гэтыя справы спакойная, стабільная, і мы тут можам зрабіць такія банкі, як в Швейцарыі, але не для грашэй, а для захоўвання інфармацыі такой вот. З усёго света нам могуць сюды, бо зараз самая каштоўная інфармацыя, тут складваць і захоўваць інфармацыю. Ваше бачанне, вот якую нацыянальную ідэю вот вы бачыце для Беларусі? Ну, думаю, до Швейцарии нам еще далеко. Да, и в Швейцарии есть, думаю, свои минусы. Но если мы посмотрим на какие-то такие глобальные исторические, экономические тренды, то мы видим, что если людям не мешать, если не делать специально каких-то экспериментов над населением, не травмировать его, не загонять в ГУЛАГ, не придумывать какой-то свой новый путь, то все у всех стран развивается примерно одинаково. Да, есть свои национальные особенности у Германии, Франции, США и Японии. Никто не мешает им их иметь, свою национальную культуру. Но если мы говорим о каких-то, например, правах человека, о том, к чему стремится обычный, типичный гражданин этих стран, то эти вещи сейчас довольно одинаковые. Любой средний японец, так же, как любой средний американец, хочет жить в хорошем доме, хочет, чтобы его дети получили хорошее образование, медицинское обслуживание, и чтобы они жили еще лучше, чем живет он или она. Чтобы у людей были права, которые не зависят от цвета их кожи или количества ног, с которыми они родились. Просто обычные общечеловеческие ценности. Я думаю, что мы уже прожили на этой земле довольно долго, чтобы осознать, что вот какие-то сверхидеи, какие-то отдельные сверхидеи, они чаще всего не приводят ни к чему особенно хорошими. Ни идеи крайне левые, там, что мы тут сейчас все разрушим, построим коммунизм, ни идеи крайне правые, что мы сейчас построим фашизм, всех убьем и будем жить лучше всех в их крови. Ни идеи, что вот какие-то есть якобы европейские ценности, они нам чужды, и мы пойдем своим путем, как, например, это делает Россия. Все это как-то, как мы видим, не способствует ни благосостоянию, ни счастью граждан, как минимум в долгосрочном периоде. То есть, да, мы видели, как, условно, россияне действительно радовались присоединению Крыма, захвату Крыма. Но сейчас этой радости больше нету. Мы там видим, не знаю, в соцопросах российских, что она ушла. То есть, да, в краткосрочной перспективе какие-то такие необычные телодвижения могут сделать там, граждан вашей страны счастливее, но в долгосрочной перспективе не нужно быть лучше, чем все.
Думаю, что большая часть стран пришла к выводу, что их интересует, и их граждан интересуют одни и те же общечеловеческие вещи. А вот я опять возвращаюсь к парламенту 2030 года. На каком языке там идут дебаты? Я полагаю, что зависит от того, какую роль Россия сыграет сейчас в данном протестном движении, в данном политическом кризисе в Беларуси. Если Россия сможет сохранить нейтральность и не будет там из последних сил вытаскивать правительство Лукашенко из ямы, то думаю, что все пойдет, как идет сейчас, и люди будут в основном говорить на русском. Здесь дело не в том, что белорусский язык чем-то плох. На белорусском языке создано, конечно же, достаточно большой такой корпус литературы, культуры, но и российский язык, если мы оторвемся от политики, там, в нем есть что предложить. Во-первых, это гораздо более распространенный язык, чем белорусский. То есть экономически и социально вам легче будет жить в жизни, если если вы говорите по-русски, чем по-белорусски, просто потому что вам легко будет продавать свои товары в Россию, вам легко будет ездить, общаться с какими-то российскими бизнесменами, живущими в Нью-Йорке. Вы автоматически сможете перенять себе весь культурный комплекс, там, не знаю, какие-то фильмы, созданные на русском языке, пьесы и так далее. И я не думаю, что это как-то ущемляет национальность белорусов. При этом это не означает, что белорусский язык должен быть как-то искоренен. Они могут следовать параллельными курсами, на белорусском языке тоже будут создаваться и произведения искусства. Часть людей будут говорить, возможно, в части семей дети будут билингвами. Это, говорят, полезно для развития детского мозга. Поэтому, если не случится каких-то серьезных политических изменений, думаю, что русский язык останется превалирующим, так как просто у него есть определенные и экономические, и социальные выгоды. А по поводу экономических и социальных выгод. Я вот тут относительно недавно катался по районным центрам вот вокруг Минска, там Заслав и дальше. И в каждом районном центре я видел школу изучения английского языка. Вот, предположим себе 2030 год, ну как бы пофантазируем. Есть ли вероятность, что белорусы начнут переходить на английский язык? Просто потому, что вот вы сейчас перечислили выгоды русского языка, вы перечислили выгоды русского языка как инструмента общения. А если мы сравним выгоды, которые дает английский язык по сравнению с русским, то же самое, только там, в десятки раз больше. И с точки зрения выгоды переходить нужно все-таки на английский, сохраняя белорусский. Есть такая вероятность, что начнется... В Беларуси вот будет как в Амстердаме. Ты или там, в Норвегии. Ты выходишь на улицу, можешь спросить кого угодно, любого человека, любого возраста. Вот задать ему вопрос на английском языке, ты получишь ответ на английском языке, и велика вероятность, что ошибок в этом ответе не будет грамматических никаких. Это не вероятность даже, это данность. Английский язык – это вообще язык международного общения. То есть в любом случае все больше и больше людей будут изучать английский язык. Тут только вопрос в том, насколько в масштабах, в том, насколько хорошо и какой процент населения будет это делать. Конечно же, этот процент будет увеличиваться. Здесь перейдем ли мы на английский язык? К 2030 году могу сказать с уверенностью, что нет. Потому что здесь он находится не совсем в равноправных положениях с российским языком. На российский язык многим белорусам не надо переходить. Они его и так знают. Они на нем говорят в семьях, в повседневной жизни. Конечно, если бы у нас не было никакого другого языка, только белорусский, и мы бы сейчас выбирали, какой второй выбирать, кроме белорусского, то, конечно же, английский, наверное, был бы еще лучшим вариантом. Но мы не стоим перед таким выбором. Язык, на котором говорят люди, это такие довольно долгие изменения. Вы не можете заставить всех перестать говорить по-русски и всех начать говорить по-английски там, с детства. Их родители не знают английского, они не смогут там в семьях, они не смогут быть полноценными билингвами, как в случае белорусского и русского.
То есть нет, английский язык вряд ли станет прямо государственным, вряд ли станет так, что прям достаточно большой процент людей будет говорить повседневно на английском языке, как минимум к 2030 году. Да и к 2040-му. Но распространенность английского, конечно же, будет расти по мере богатения нашего общества. Люди будут больше ездить, люди будут больше участвовать в каких-то международных бизнесах, партнерствах, потреблять в том числе и западную культуру. Так что, конечно, этот тренд, он уже существует. Итак, если мы сравним сейчас количество белорусов, которые знают английский, с количеством белорусов, которые знали английский там 10 и 20 лет назад, это выше сейчас. Этот тренд продолжится, но не думаю, что у нас прямо... То есть получается так, из того, как вы описали парламент, он получается такой. Это очень буржуазный парламент, очень центристский, очень умеренный, нацеленный только в основном на права человека, на справедливость и на рост добробыта, благосостояния граждан. Есть два крыла, пророссийское и проесовское, так назовем это все. Пророссийское с бородами, православное с крестами, а проесовское, скорее всего, его возглавляет либо гей, либо лесбиянка, либо трансгендер, либо их триумвират. И они там друг с другом в этом парламенте... Да, в парламенте дебаты идут. Если сейчас Россия ведет себя прилично, то на русском и немного на белорусском. А если Россия сейчас начнет вести себя неприлично, в основном по-белорусски, немного по-русски, при этом весь парламент, у всего парламента в гаджетах, которыми они тогда будут пользоваться, есть медиа на английском языке, и они как бы там тоже что-то читают, и черпают. То есть время от времени читают и Reuters. В общем, и так будет выглядеть примерно. Вот вам сейчас кажется, что это так. Я правильно перечислил или нет? В целом звучит неплохо. Не уверен, что обязательно нужны бороды и кресты. Я из России приехал, мне лучше знать. Тогда вам виднее. Как-то у вас тяжело с большим крестом. У меня есть. Тогда все хорошо. Он у меня под динозавром. Вы в целом сможете возглавлять тогда одну из фракций. Я на это надеюсь. Партия черносотенного мракобесия. Добра, Лев, я зразумеў, што у прынцыпе, нягледзячы на тое, што зараз вось калоны ходзяць пад чырвона-белымі сцягамі, некаторыя наши госці кажуць, што вот як беларусы, людзі спакойна і самастойна прынялі чырвона-белы сцяг для сябе, так паступова самастойна самі яны сабе вернуць беларускую мову, но вы ў гэтым не ўпэўнены. Вот людзі перамогуць, на дом урада чырвона-белы сцяг яны павесяць, але пра ўсё астатняе ўжо скажуць: зараз мы будзем наладжваць дабрабыт, зарабляць грошы, развіваць свабоду, дэмакратыю, правы, это, як сказаў той же самый Бабарыка, уж прости Господи, неяк пазней. Таким чынам, сыходзячы з гэтага, калі вы згодны с маёй такой трактоўкай кароткай ваших словаў, сыходзячы з гэтага, ўсё ж таки, якая нацыянальная ідэя нам патрэбная на сённяшні дзень и на ближайшие годы? В целом все так. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы все поймем, что нам не очень нужна специальная национальная идея. Есть общечеловеческие исторические тренды, и весь мир развивается по ним, нам просто не нужно этому сопротивляться. Большинство людей, думаю, в целом не интересует политика. И большинству людей не очень важно, под каким флагом их не бьют и их права уважают. Если их права будут уважать под зеленым флагом в крапинку, то думаю, что им будет в достаточной степени фиолетово. А вот у философа Кудовича, извините, я прерву, когда я его спросил, зачем вам Беларусь, у вас тут диктатура, он сказал, что так это же наш диктатор родненький. И сижу я теперь в наших собственных тюрьмах, настоящих. Не в Сибири. А не в Сибири. Наша собственная тюрьма в Орше – это счастье. С точки зрения философа Кудовича. Надеюсь, что этот философ будет на свободе, но все же, что он не сможет возглавить какую-то значимую фракцию в белорусском парламенте. Можно сказать, из всего, что вы говорили, что с вашей точки зрения в качестве национальной идеи белорусов может выступать просто прогресс?
Просто прогресс, взаимное уважение к другим людям, к их правам. И да, добробыт, просто жить хорошо и спокойно. Не страдать, если вы гей или если вы каким-то образом потеряли ногу или родились с инвалидностью. Не страдать от того, что вы родились мужчиной или женщиной. Просто знать, что вы при любом стечении обстоятельств можете спокойно интегрироваться в это общество, жить, работать на благо себя и всего общества. Если вы получаете чуть больше, чем все остальные, то, может быть, соответственно, за счет ваших налогов кому-то что-то будет компенсироваться. И да, жить с точки зрения того, что увеличивает всеобщее благосостояние, а не каких-то отдельных идей, геополитических интересов, идеи о том, что нам нужно создать империю, стать частью империи, побороть Турцию, отомстить за взятие Севастополя. Все эти идеи обычно не делают людей счастливее в долгосрочной перспективе. Прогресс, свабода і дабрабыт. Ну вот прыблізна так. Дзякуй вялікі. Вось такая нацыянальная ідэя ад эканаміста, бакалаўра матэматычнай прыкладной матэматыкі Льва Львовска. Дзякуй вялікі. На памяць пра тое, што вы ў нас сфармулявалі сваю нацыянальную ідэю, такі кубачак ад крамы «Сімбальбай», ад Еўрарадыё, ад нашай праграмы «Ідэя X». Лев Львовскі, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас. Ідея X на Єврорадіо.